Предложения по поправкам в основной закон уже завершены. Их накопилось более 900. Голосование уже 22 апреля. Ждать осталось недолго. Первую часть поправок сформулировал сам Владимир Путин. С должностью президента обновленная версия Конституции вообще обходится строго. Часть полномочий, касающихся формирования правительства, переходит парламенту. Также предлагается закрепить ограничения для чиновников и депутатов. Запрет распространится на заграничные банковские счета. Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор. Хочет он иметь какие-то активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было, эти связанности могут налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах Российской Федерации. Поэтому я полностью согласен, только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства, президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это. Президент, в частности, предлагает сделать русский языком государства, образующего народа. Также в новых положениях основного закона страны твердый запрет на отчуждение территории России и обращенное к государству требование заботиться о соотечественниках по всему миру. Неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все русские. И носители русской культуры и русского языка, безусловно, имеют право так себя и называть. Поэтому наша задача и защищать их, и поддерживать с ними связи. Также вносится поправка, определяющая брак как союз мужчины и женщины. А еще рабочая группа просит включить в основной закон положение о защите семьи и детей. Мы предлагаем напрямую записать в Конституции, ввести норму в статью 67.1 о том, что дети – важнейшее достояние России. И государство не только создает условия, которые способствуют их всестороннему развитию, но и уделяет большое внимание воспитанию. И так напрямую о детях раньше никогда не говорилось. Нет. Но с учетом той ситуации, о которой мы знаем, и о которой я уже многократно говорил, имея в виду демографические наши проблемы, то, мне кажется, это вполне обоснованно. Уже, исходя даже из того, обоснованно, что у нас, в общем-то, в традициях народов России всегда было особое бережное отношение к ребенку, к детям. Поэтому мне кажется, что это такие нравственные начала, которые объединяют страну. И дополнительно, если будет отражено в основном законе, то мне кажется, что это будет оправдано. Социальные гарантии, о которых едва не забыли в 90-е, тоже становятся частью Конституции. Инициативы президента – гарантировать индексацию пенсий и установить размер минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. В том же ряду поправок и право на доступную медицинскую помощь и уважение к труду человека. Мы предлагаем усилить положение о социальном государстве и сделать это положение навсегда реально действующим, закрепить в Конституции правила о проведении в государстве единой социально ориентированной государственной политики. Есть такое выражение «таргетировать инфляцию». Целенаправленно понижать. Выясняется, что если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность. Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности и так далее. Поэтому то, что в основном законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и, конечно, не может не быть не поддержано. Общероссийское голосование – позиция принципиальная. Лишь в случае одобрения поправки Конституции вступят в силу. Тамара Хашагульгова, Новости 24.